Уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня вас приветствует Коми Республиканский институт развития образования. Мы с вами вновь встречаемся по самому актуальному направлению, которое сейчас очень многих интересует. Это содержание программы воспитания дошкольно-образовательных учреждений. И сегодня мы с вами поговорим о направлении физического воспитания и оздоровления детей. Наш онлайн-семинар называется «Физическое и оздоровительное направление воспитательной деятельности дошкольно-образовательной организации» в рамках реализации рабочей программы воспитания. Сегодня присутствуют у нас два детских сада города Сыктывкара, которые любезно согласились поучаствовать в нашем онлайн-семинаре и познакомить вас со своим опытом работы. Это 86-й детский сад города Сыктывкара и 108-й Центр развития ребенка детский сад города Сыктывкара. И первое слово предоставляется у нас 86-му детскому саду. Да, вот сейчас как раз у нас, немножко с запозданием здесь, файл пришел, наше название семинара еще раз, вот. Ну и основная цель, нашей с вами сегодняшней, скажем так, встречи. Вот, потом вы можете все наши видеоматериалы посмотреть, презентации в видеозале Института развития образования. Обязательно зарегистрируйтесь для этого. Я так думаю, что вы узнаете очень много интересного, полезного. Итак, 86-й детский сад, старший педагог Элеонора Алексеевна Вологдина представит свой опыт работы. Также вы познакомитесь с ее коллегами, которые чуть позже подключатся. Элеонора Алексеевна, пожалуйста, вам слово. Презентацию можно нашу? Это 108-й детский сад. Вот. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу начать с того, что мы являемся представителями детского сада, в котором нет физкультурного зала и нет инструктора по физической культуре. Очень актуально для многих. Да. Наш детский сад построен в 1970 году, и при проектировании учреждения недостаточно продумана инфраструктура здания. Поэтому мы будем делиться опытом работы наших воспитателей по осуществлению физического и оздоровительного направления в рамках реализации рабочей программы воспитания. Программа воспитания нашего детского сада разработана с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом примерной рабочей программы воспитания и с учетом комплексной инновационной программы от рождения до школы. Реализация программы воспитания педагогами нашего детского сада началась в сентябре 2021 года. Одним из направлений воспитательной работы содержательного раздела программы воспитания является физическое и оздоровительное направление воспитания. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. С задачами вы можете познакомиться на слайде. Направление деятельности воспитателя в рамках физического и оздоровительного направления воспитания – это организация подвижных, спортивных, традиционных, народных, дворовых игр на территории детского сада. С данным направлением вас сегодня познакомит воспитатель первой категории Крылова Наталья Николаевна. Следующее направление в рамках данного направления – это создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни. С данным направлением, я думаю, вы все знакомы, поэтому мы не будем на нем подробно останавливаться. Следующее направление в рамках нашей программы – это ведение оздоровительных традиций в детском саду. С ним вас познакомит Лопаткина Светлана Вениаминовна, воспитатель средней группы. И последнее направление, с которым мы вас хотим сегодня познакомить, это формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков. С данным направлением вас также познакомит Лопаткина Светлана Вениаминовна. С целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками, в 2021-2022 учебном году нами был составлен календарный план воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой частью рабочей программы воспитания. Он должен быть рассмотрен и принят педагогическим советом, советом родителей и утвержден приказом руководителя.
Наш календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направление воспитательной работы детского сада. Модуль «Праздники», модуль «Конкурсы». И поближе мы сегодня остановимся на модуле «Спортивные развлечения». В 2021-2022 учебном году у нас были запланированы и проведены следующие мероприятия. Это спортивные развлечения, посвященные профилактическому мероприятию. Внимание, дети! Это зимние спортивные развлечения, это развлечения, посвященные Дню защитников Отечества, это месячник спортивно-патриотической работы, это спортивный праздник «Лыжня дошколят», это День здоровья, спортивный праздник пожарный на учениях и летняя легкоатлетическая спартакиада. Предлагаю вам поближе познакомиться с проведенными мероприятиями. Спортивные развлечения, посвященные профилактическому мероприятию «Вниманию, дети», мы проводили в сентябре. Мероприятия прошли во всех группах дошкольного возраста. Данные мероприятия необходимы для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, для знакомства с правилами дорожного движения, для формирования навыков правильного поведения на дороге. Зимние спортивные развлечения мы проводим с детьми с 4 до 7 лет, с декабря по февраль на улице, в зависимости от погодных условий. Яркие моменты и радость детей вы можете увидеть на фотографиях, представленные на слайде. День защитников Отечества проводили в феврале для детей от 4 до 7 лет в музыкальном зале. Традиция нашего детского сада заключается в том, что в данном развлечении обязательно принимают участие наши самые активные участники – родители. Много пап у вас. Да, очень. Видим. Все активные. Ежегодно в феврале мы проводим месячник спортивно-патриотической работы. В месячнике принимают участие дети всех возрастов, также активное участие принимают наши родители. Месячник проходит у нас на протяжении целого месяца. Яркие моменты мы можем опять же увидеть на фотографиях. Ежегодно на территории детского сада, примерно в конце февраля, в начале марта, мы проводим праздник спортивный «Лыжня дошколят», в котором принимают участие дети среднего и старшего дошкольного возраста. Традиционно этот праздник начинается с общего мероприятия, с общего праздничного сбора, и потом ребята расходятся по площадкам и соревнуются между собой. Согласно календарного плана воспитательной работы, в конце апреля мы проводим спортивный праздник «Пожарные на учениях», в котором принимают участие дети среднего и старшего дошкольного возраста, а также родители детей. В соответствии с действующими санпинами, работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года при постоянном контроле со стороны медицинских работников. Спасибо всем за внимание. Далее хочу передать слово Крыловой Наталье Николаевне, которая познакомит нас с одним из направлений деятельности воспитателя в рамках физического и оздоровительного направления воспитания. Это организация подвижных, спортивных, традиционных, народных и дворовых игр в детском саду. Добрый день! Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом, такие как «Гуси-гуси», «Краски», «Два мороза». Игровые действия производятся с содержанием, требованием заданного ролью и правилами ограничения территории. Действия только с текстом или после текста, где дети начинают выполнение движений строго по окончанию текста. Например, в такой игре, как «Гуси-гуси», происходит диалог между хозяйкой и стаей. Бег начинается строго по окончанию текста. Аналогичная игра «Краски», «Два мороза», «Волки-зайцы». В других играх правила определяют определение территории, такие как болото, овраг, полянка. Например, такие игры «Волк во рву», «Цапля и лягушка», «Сова и мыши». В других подвижных играх сюжет и роли у нас отсутствуют. Предложены только двигательные задания.
регулируемые правилами, которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их выполнения, такие как «чья колонна быстрее построится», «успей взять», «перемена места» и «третий лишний». Подвижные игры мы проводим ежедневно, и чем разнообразнее наши игры, тем больше информации об окружающем мире получают наши дети. В играх на тему животные – акулы и рыбы, волки и олени, лиса и мыши, цапли и лягушки, пингвины и другие уточняются представления детей об особенностях животных, их повадках поведения, о природных условиях обитания. Проведение таких игр помогает детям решать и воспитательные задачи. Дети хотят быть такими же сильными, ловкими, как волк или акула, и такими же хитрыми, как лиса. Эти игры помогают воспитывать у детей доброту, чуткость и интерес к природе. Использование разнообразных атрибутов к подвижным играм помогает ребятам проявить свое двигательное творчество, не повторяться в поведении во время игры. В центре двигательной активности у нас очень много размещено игрового оборудования, спортивного инвентаря. Он яркий и регулярно, конечно же, у нас обновляется. Все игровые материалы доступны детям, безопасны и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Особенно дети себя проявляют двигательную активность на прогулке. Во время прогулки у наших детей есть возможность проявить свою силу, быстроту и выносливость. В зимнее время наши воспитанники предпочитают участвовать в народных забавах, как кататься на санках, тюбинках. В народе мы их именуем ватрушками. Наибольшее предпочтение, конечно же, отдают таким играм, как хоккей, бег на снегу, ходьба на лыжах, перетягивание каната и игра в снежки. Организовать игру такую, как в хоккей, конечно, несложно. Всего-то необходимо взять клюшки и шайбу. Вместо ворот можно поставить ориентиры или кегли. Шайбой может быть обыкновенный пластиковый кубик. И вперед! У детей старшего дошкольного возраста расширяется круг общения вне детского сада. Это происходит обновление опыта игрового, и поэтому они активно осваивают дворовые игры, такие как сороконожка, где развивается умение ориентироваться в пространстве, умение действовать по сигналу, съедобное, несъедобное, формирует умение бросать и ловить мяч и уточняет представление об окружающем мире. Летает, не летает, морская фигура, где дети учатся действовать согласно, знакомятся с представлением морской флоры и фауны, а в игре «Светофор» закрепляется представление об основных цветах и оттенках. В подготовительной группе дети становятся более самостоятельными, и поэтому им легко организовывать небольшие группы для проведения подвижных игр. Особенно народные. Для этих игр не надо специального оборудования или специально отведенного места. Народные игры можно играть в любом месте и в любую погоду. Наши ребята с удовольствием осваивают такие игры, как горелки, краски, фанты, золотые ворота. Для того, чтобы наши игры у наших детей проходили весело, дружно и приносили удовольствие, мы с ребятами определили свои золотые правила. Все игры мы начинаем с использованием считалки. Никогда не огорчаемся. Если проиграешь, поддерживать игроков, у которых не сразу все получилось. Если прозвучал сигнал, остановись и посмотри на воспитателя. Соблюдать меры безопасности, не толкаться, смотреть вперед, когда бежишь, и соблюдать правила игры. Подвижные игры выбираются не случайно. Планирование происходит на основе календаря жизни детского сада, а также зависит от времени года. Например, игры «Построим дом», «Чум», «Ловля оленей». Планируем по реализации проекта «Мой любимый город». Подвижные игры «Пингвины», «Снежная королева» мы планируем в зимнее время. Не лишайте детей радости. Играйте с ними больше. Спасибо, Наталья Николаевна. Далее передаем слово. Переключите нам, пожалуйста, презентацию.
Далее передаем слово Лопаткиной Светлане Вениаминовне, которая нас познакомит со следующими направлениями деятельности воспитателя в рамках физического и оздоровительного направления воспитания. Это введение оздоровительных традиций в детском саду и формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков. Пожалуйста, Светлана Вениаминовна. Здравствуйте всем! Я работаю с детьми 4-5 лет и хочу вам рассказать, как мы в нашей группе воспитываем у детей любовь к здоровому образу жизни. И мы воспитываем его через оздоровительные традиции, которыми мы пользуемся каждый день. Немножко не перелистывается. Сейчас подождите минуточку, у нас тут немножко... Попробуем. Пошло, да? Утро в нашей группе, как и у всех в детских садах, начинается с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика очень важна, имеет большое воспитательное значение. Систематическое проведение утренней гимнастики воспитывает у детей привычку ежедневно делать физические упражнения, приучает организованно начать день, способствует четкому выполнению режима дня, учит согласованно действовать в коллективе, быть целеустремленным, внимательным, выдержанным, а также выживает положительные эмоции и радостное ощущение. Во время проведения утренней гимнастики у нас есть традиция проводить ее с помощью игрового стретчинга. Что же это такое? Это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме. Другими словами, это творческая деятельность, при которой дети живут в мире образов, зачастую не менее реальных для них, окружающая действительность. Гимнастика проводится в виде сюжетно-ролевой игры или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений. Вы на слайде можете видеть, как мы играем сказку «Репку». То есть из простой утренней гимнастики можно сделать увлекательную игру-сказку, где дети становятся персонажами. Упражнения из игрового стретчинга помогут детям развивать чувство ритма, укрепить мышцы, выровнять осанку, снять закомплексованность. Вот здесь видите упражнения на солнечные лучики, кораблик, упражнение на дыхание. Следующий слайд вы видите упражнение уже на следующее упражнение: цапля, ласточка, цветок, звездочка и так далее. Очень-очень много упражнений. Каждое утро во время утренней гимнастики дается новая сказка-игра, в которой дети превращаются в различных животных, насекомых и так далее. На слайде можете увидеть, как мы играем кошку, змею делаем, божью коровку. Следующая у нас традиция, о которой я хочу рассказать, это утренний и вечерний круг. Утренний круг мы проводим после завтрака. Как правило, он начинает по сигналу музыкального инструмента. Это традиционно у нас бывает очень часто колокольчик. Воспитатель совместно с детьми собираются в кругу, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями и новостями, запланировать, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. Во время утреннего круга мы используем какой-нибудь атрибут, который передается по кругу. Например, у нас используют очень часто колокольчик, цветик-семицветик, кубик настроения. Они очень любят под колокольчик пропевать свое имя или имя рядом стоящего ребенка. Утренний круг позволяет нам спокойно и организованно переключиться на образовательную деятельность. Вечерний круг проводится в форме уже рефлексии, обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научить осознавать, анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать, понимать друг друга. Для того, чтобы сформировать у детей положительные отношения друг к другу и к детскому саду в целом, во время вечернего круга мы вспоминаем детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное. Также обсуждаем проблемные моменты, если в течение дня таковые возникли.
Задача воспитателей подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблем, организовать обсуждение планов, реализацию совместных дел, проектов, мероприятий и событий. Следующая наша традиция – это, конечно же, можно сказать, самая любимая – это гимнастика после сна. Дети очень любят, которая проводится вместе с босохождением, массажем и закаливанием. Все это сопровождается, как и всегда, под спокойную, тихую музыку. Можно использовать звуки природы и музыку релаксации. Вот. Гимнастика после постели направлена на постепенный переход от сна к бодрствованию. Она включает такие элементы, как подтягивание, поочередное поднимание, опускание рук, ног, элементы пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, элементы дыхательной гимнастики. Дети, лежа в постели, могут, откинув одеяло, выполнять 5-6 упражнений общеразвивающего характера. После гимнастики сна у нас босохождение. Это действенный метод закаливания детей, которым к тому же является хорошим средством укрепления связок стопы, формирования свода стопы, профилактики плоскостопий. Следующее у нас очень любимое – самомассаж, выполняемый самим ребенком. Он улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов. Для детей самомассаж – это и профилактика простудных заболеваний. Следующее у нас идет закаливающая процедура, что служит способом оздоровления детей, но и приучает их к здоровому образу жизни применением гигиенических процедур. Мы здесь умываемся с прохладной водой, руки моем до локтей. Бывает уже мы включаем тоже также полоскание горла кипяченой водой. Все оздоровительные мероприятия, в том числе гимнастику после сна, лучше проводить в игровой форме. Это позволяет создать положительный эмоциональный фон, вызвать повышенный интерес ко всем оздоровительным процедурам. Кроме того, определенный игровой образ дети зачастую лучше понимают технику выполнения того или иного упражнения. Таким образом, мы решаем одновременно несколько задач. Оздоравливаем детей, развиваем у них двигательное воображение, формируем осознанную моторику, воспитываем любовь к здоровому образу жизни. Все наши традиции – это только часть культурно-гигиенических навыков. Культурно-гигиенические навыки – это набор умений, которыми малыши овладевают в процессе психофизического развития, воспринимая их неотъемлемой частью общей культуры человека. Также культурно-гигиенические навыки являются важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих детей. В средней группе акцент в наборе по воспитанию культурно-гигиенических навыков делается на увеличение степени самостоятельности ребят, возраст который как раз и направлен на удовлетворение потребностей «я сам». Освоение культурно-гигиенических навыков детьми мы стараемся делать увлекательными и ненавязчивыми. Все элементы работы по формированию культурно-гигиенических навыков проводим в игровой форме. Отработку того или иного навыка мы проводим либо в парах, либо в маленьких группах. Формирование культурно-гигиенических навыков проводится в отдельных занятиях, вписываем в выполнение режимных моментов, также стихийно вводится на всех видах занятий. И также, конечно же, культурно-гигиенических навыков ведем тесный контакт с семьей. Спасибо за внимание. Здорово быть здоровым. Можно вот вопрос вам задать? Да, конечно. Да? Элеонора Алексеевна, ваши коллеги, может подключиться. Но у всех ваших мероприятий какая же основная воспитательная функция? Или, может быть, их несколько? Воспитательная, да. Оздоровительная, понятно. Да? Что касаемо физического развития. Не видите, смотря какое мероприятие. Каждое мероприятие несет свою воспитательную задачу. Да? Например, профилактическое мероприятие «Внимание, дети», да, оно, естественно, на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Да? То есть воспитываем в детях чувство безопасности, чувство, вот в такие вещи. Вот. И в зависимости от каждого мероприятия, у каждого мероприятия разные воспитательные задачи. Вы считаете, как вот разработчик
своих мероприятий, автор даже может быть. Ну вот я оздоровительные традиции рассказала, какие мы в группе проводим. Ну, конечно, у нас и кроме этих традиций у нас же есть традиционные занятия, физкультура на улице и в группе. А не традиционные? Мы сейчас уже уходим от традиционных форм. Мгм. Мероприятия различные, конечно же. Расскажите. Спортивная семья. Вот 23 февраля мы очень дружно, хорошо играли с папами. Детям очень нравятся эстафеты, особенно с родителями. Особенно с родителями. Различные. Я так думаю, что здесь воспитательная основа вот и лежит, такой пласт очень серьезный, да? Воспитательный момент, потому что родители вместе с вашими детьми, вместе с вами, да? Да, и воспитание, да, семейных ценностей. Если какие-то вопросы, может быть, да? Потом мы их услышим. Да, хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать в чат, да? Да, потом можно Вот, да, потом. посмотреть. Да, хорошо. Спасибо вам за внимание. Передаем слово. Спасибо. Коллеги, мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу по формированию физической культуры, формированию здорового образа жизни, воспитательного аспекта, да, в данном направлении. И сейчас я представляю вашему вниманию опыт работы 108-го Центра развития ребенка детского сада города Сыктывкара и старшего воспитателя Кузнецову Жанну Анатольевну. Ее коллега присоединится чуть позже. Они тоже познакомят вас со своей системой работы в рамках программы воспитания, со своими мероприятиями. Пожалуйста, Жанна Спасибо, Анатольевна. Владимировна. Добрый день всем. Очень подробно и как бы так глубоко осветили задачи, стоящие в программе воспитания наши коллеги из детского сада 86. Я хотела бы тоже сказать, что в нашем детском саду, так же как и у всех сейчас, программа воспитания – это обязательный структурный компонент образовательной программы, и она описывает систему форм работы с воспитанниками и членами их семей, объединяет все направления развития ребенка. И концепция воспитания сейчас базируется на том, что воспитательная миссия должна быть усилена. И мы, все наши педагоги нашего коллектива, считаем, что воспитанием заниматься нужно не только как отдельно, изолированно, да, а во всех направлениях развития детей нужно учитывать воспитательный компонент. Также и, соответственно, на занятиях физической культурой, на различных физкультурно-оздоровительных мероприятиях, будь то мероприятия для детей, для родителей, вместе с родителями для детей, мы всегда учитываем какой-то воспитательный компонент. Например, по воспитанию семейных ценностей, по воспитанию уважения к культурному наследию страны, по воспитанию уважения к старшему поколению. Также всегда стремимся воспитывать и показывать нашим воспитанникам пример, вести здоровый образ жизни. То есть стараемся воспитывать такую привычку у детей. И сейчас ко мне присоединилась моя коллега, инструктор по физической культуре Екатерина Владимировна Бажукова. Она вам более подробно расскажет о нашем перспективном плане, календарно-перспективном плане в программе воспитания, где мы вам расскажем о наших мероприятиях и покажем и расскажем о среде, которую мы создали в нашем детском саду. Среда, которая помогает, которая специально создана для того, чтобы
наши дошкольники росли патриотами, росли с уважением к старшим и к окружающим, и также с учетом того, чтобы сохранять нашу природу, ну и вести здоровый образ жизни. Екатерина Владимировна, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, хочется, как обычно, вступление сделать с задач, которые имеются у нас. Ну, самым основным, конечно, является охрана и укрепление здорового образа жизни, здоровья детей, формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитием физических качеств. Создание условий для реализации потребностей детей в двигательной активности, воспитании потребностей в здоровом образе жизни, обеспечении физического и психологического благополучия. Для решения задач физического воспитания детей в нашем дошкольном учреждении используются следующие педагогические средства. Физкультурные занятия, специально организованные занятия, физкультурные развлечения, спортивно-оздоровительные комплексы. Успешное решение поставленных задач можно лишь при условии комплексного использования всех средств физического воспитания. Рациональный режим, питание, закаливание в повседневной жизни, специальные меры закаливания в движении, различные виды гимнастик, развивающих упражнений, спортивные игры и физкультурные занятия. Для полноценного физического развития детей, реализации потребностей в движении в детском саду созданы определенные условия. Уголки физической культуры в группах, оборудованный спортивный зал с различным оборудованием, уличные спортивные площадки, беговые дорожки и дорожки здоровья. Сейчас по следующим слайдам пройдем, и как раз это все будет видно. Думаю, можно, да, переключиться уже далее. Сразу же комментируйте. Да, это из нашего физкультурного зала, то есть часть какого-то оборудования и физкультурное занятие сейчас То есть на экране. Это у нас здесь представлены в начале презентации дополнительные услуги, которые реализуются в нашем детском саду. Это секция олимпионок, да, эстетическая гимнастика для девочек. Следующий кадр. Так, ой, это обратно сейчас. Угу. Так, еще раз. Степ-аэробика. Ну, степ-аэробика у нас идет как тоже дополнительное занятие для деток. Подготовительных групп проводятся для целой группы. И даже мы выступаем на различных мероприятиях, да, показательных. Так, еще одна, да, у нас область. Это школа туризма, которая тоже регулярно у нас зарождается и развивается, да. Появляются какие-то различные новые элементы. Все-таки по практике видно, что детям это не то, что на первый взгляд кажется абсолютно чем-то новым. Большая часть детей реально в своей жизни сталкивается очень мало с туризмом, поэтому, когда мы начинаем заниматься, у детей проявляется интерес. Конечно, такое интересно наблюдать за детьми. Так, это у нас традиции детского сада, да, тоже как и у большинства, думаю, детских садов. Это День здоровья, который у нас проходит не только как один день, у нас ежеквартально. Да, ежеквартально проходит. И тоже достаточно много мероприятий, направленных именно для показа различных областей, да, для здорового образа жизни. То есть это не только физкультура, зарядка и спорт, это много чего другого, здесь конечно. И дыхательная гимнастика, да, и расслабляющий такой сон, когда деток погружают под такую спокойную музыку, они расслабляются, лежат на ковриках и мечтают о чем-то там своем интересном, наверное. Так. Также, да, по Дню здоровья. Ну, вот как раз здесь и указано, да, вот эти все различные станции режима дня, крепкого здоровья. Посадили лук,
Ну, там и не только лук сажают, то есть здесь у нас грядки очень большие, на огороды, на окошках, да, да. на окошках очень много в разных группах. Вот у нас впервые мы столкнулись с практикой скандинавской ходьбы. Если рассмотрите все фотографии, увидите, у нас там ребята идут с палками. Относительно недавно у нас все-таки в городе это стало развиваться, да, то есть все чаще и больше стало людей выходить в парках особенно, да. У детей спрашиваешь, вы когда-нибудь видели таких спортсменов? Они все говорят «да», но не знают, как называется, то есть мы рассказали из истории возникновения скандинавской ходьбы, то есть дети, самое интересное, что они, мое представление было, я думаю, сейчас они как возьмут эти палки и как побегут, но на самом деле все получилось очень даже организованно, то есть они прямо ходьба, так ходьба, то есть никакого бега, они пошли все друг за другом с этими палочками. Как бы, ну, конечно, у нас не специальные палки, мы приспособили лыжные палки, но они как раз, в принципе, подходят. Хотя бы, чтобы какое-то представление они имели уже о них, сами попробовав. Так, ну, там танцевальные станции, ну, конечно, все там уже видно. Так, ну, также о дне здоровья, то есть, ну, конечно же, как же без правильного питания, да, то есть, что у нас там, смотрели книгу, да, фотографии. Эти стенды, вот у нас плакаты были, собственноручно детьми были выбраны, все это сделано, ну, то есть приклеили каждая группа, у них свой плакат, все это мы сложили, да, и у нас специально есть коридор, где мы все это на уровне глаз детей, все это развесили, то есть дети ходят, смотрят и... Им это очень нравится. Им да? это очень нравится, потому что делали картинки сами. для них, да, очень знакомые, и все это как бы вот из жизни, особенно домашней опасности, это, конечно, мы часто говорим о еде, о спорте, а вот такая безопасность, которая дома, это она первостепенная должна быть все-таки с малого возраста, даже дети, которые еще не посещают детский сад, они уже должны какие-то меры безопасности знать. Ну, также вот соревнования, это тоже каждый год, ежегодно юные спасатели, так же, как и пожарные на учениях у нас тоже проходят. Тоже достаточно ярко, красочно. Каждый раз стараемся придумать какие-то новые, Сейчас новые испытания. пандемия внесла некоторую корректировку, да, раньше мы сюда приглашали специалистов МЧС, сейчас немножечко по-другому. Ну, мы думаем, что Ну в да, дальнейшем... и с совмещением групп как раз из-за этого, да, то есть раньше мы могли совмещать, а сейчас, ну, зато это охватывает больше подвижных детей, которые могут позаниматься, то есть мы постоянно их меняем, чтобы вся группа, каждый ребенок мог поучаствовать. Также абсолютно ежегодно зорница, тоже, ну, всем известно, да, по станциям привлекается много специалистов, много педагогов, которые стоят на станции, все это организуют. Детям очень нравится, конечно. Настоящие патриоты, Да. особенно мальчики. Мальчики. Ну и девочки тоже, когда оказывают медицинскую помощь, они тоже прям с таким чувством Ну, кстати, ответственности. есть такое, да, что я тоже замечаю, что у нас девочки к армии тоже готовы, кстати. Так, ну, лыжня дошколят. Тоже из-за пандемии нам все приходится делать, как, ну, вся на территории. Ну, как бы это мы, для нас это неплохо, то есть мы, наоборот же, у нас много детей задействованы. Ну, вот свои дорожки, свой пьедестал. Также это из прошлых лет тоже. Летняя спартакиада, да, что как у нас в плане, также в перспективном планировании также есть подготовка, да, в конце учебного года мы готовимся к спартакиаде, то есть она летом у нас проходит, все так и знают. Так, вот, нормы ГТО. Первый раз вот в этом году поучаствовали именно на самом фестивале, то есть было большое количество различных детских садов, то есть дети показывали свои умения, то есть было очень интересно посмотреть, сколько было результатов у детей из разных детских садов, то есть даже удивительно, насколько дети могут выполнять результаты. Да, и еще хочется отметить, да, как здесь воспитывается такое чувство коллективизма, когда дети болеют друг за друга, не каждый только за себя, а прям за команду, чтобы вот команда победила. Да, то есть переживание друг за друга, это было видно.
тоже воспитательный. Воспитательный элемент, да. Мгм. Помощь и поддержка, да. Ну, так мы меняемся, да, то у нас то зима, то лето. Да, чтобы было Сейчас интереснее. опять зима, зимние игры и забавы. Ну, безусловно, без этого зимой очень скучно. Обязательно нужно что-то интересное для любого возраста, то есть от самых маленьких и до самых взрослых детей. Зимние забавы, безусловно, всегда есть у нас. Да, мы ввели прям в план такую тематическую неделю, так и называется у нас «Зимние игры и забавы», когда участвуют не только детки постарше, да, но и самые маленькие, которые вот только-только пришли в детский сад. Воспитатели с ними тоже разучивают дворовые игры, старинные игры, которые, да, уже Да, давно были народные. забыты, да, народные игры. Мы стараемся это поддерживать, не забывать, то есть помнить нашу культуру, наши традиции. Так, ну вот, да, тоже про «Папа и мы» спортивные сильны. То есть раньше же это был уровень городской, то есть мы регулярно каждый год тоже выступали. Но когда пандемия началась, мы все-таки не стали эту традицию никуда прятать, убирать, забывать. Мы ее уже, получается, вторая зима у нас, да, вот это как раз зимний период, это у нас с папами, да, к 23 февраля. И мамы тоже. Ну, мамы, Дети, да, просто как бы февральский, да, был период. Вот, то есть в целом, пусть малочисленно, да, но все очень дружно всегда участвуют, такой позитив всегда чувствуется. У нас даже был такой период, что один, да, папа и мы, был вообще в очень холодную погоду, но мы не смогли его никак перенести, да, но тем не менее всех хорошо, хорошая разминка была, все согреты, быстренько провели как бы все, чтобы долго никого не морозить, но тем не менее куча положительных эмоций они были. Они каждый раз есть после таких семейных праздников, это очень радует. А вот инициатива детей как-то вот вами учитывается? Или только Конечно, ваша очень. тема, ваши задачи? Нет, Ну, нет. например, когда родители приходят, есть ли у них какие-то интересные идеи? Мы всегда проводим анкетирование родителей и учитываем все запросы от родителей, которые поступают. И всегда, не все, конечно, это, наверное, в идеале было бы, чтобы все, да, прям чего-то там высказывали. Но есть в каждой группе, есть 2, 3, может быть, 4 семьи активистов, которые предлагают что-то свое. Да, у нас так проходил, например, конкурс, фотоконкурс, да, когда мы фотографировались Я на лыжах? Да, которые, я на лыжах, да, у красного объекта на стадионе «Динамо». И причем родители, мы даже не ожидали, что будет столько участников. И когда мы сделали открытое онлайн-голосование, какие там были бурные дебаты, эмоции, да, конечно. эмоций было очень много. Ну, то есть, это да, конечно, мы всегда это учитываем. Да, то есть фотоконкурсы, они тоже очень интересны, они как бы, получается, и семейную жизнь, да, то есть и мы сами смотрим, и на эмоции, на фотографиях, это же так передается. И вот сейчас мы, когда вот были соревнования, чемпионат, да, России по лыжным гонкам, мы тоже делали такой вернисаж фотографий. Нужно было обязательно сфоткаться с каким-нибудь чемпионом, сфотографироваться. И вот получается, у нас даже были такие отзывы, что вот, нам даже пришлось там пробраться, чтобы обязательно сфотографироваться, потому что хотели так поучаствовать в этом вернисаже. И набрав вот эти коллаж, вот фотографии вот сделав, ну, очень приятно, потому что и сами дети видно, что они знают, кому они идут. И другие способности. Да, они знают, кому они идут. То есть они как раз нам везет уже второй раз подряд, когда сразу после Олимпийских игр они к нам приезжают, эти лыжники. И это очень приятно. То есть одно как бы за другим закрепляются вот эти знания, которые они вроде только что на телевизоре смотрели, а тут уже вот они вживую. Ну, что уж говорить, мы сами как взрослые, я сама люблю лыжные гонки, и поэтому и очень дети у нас, да, у нас группами выходят в походы зимние, когда на лыжах с родителями организуют вот такие мероприятия, причем опять здесь инициативу проявляют и дети, и родители. Когда мы проводим клубные часы, когда детям предоставлена свобода действий, и они ходят самостоятельно по детскому саду и тоже выбирают себе тему, выбирают занятия. То есть это все очень такое, воспитывает ответственность у детей, когда они знают, что у них есть
определенные правила, которые нельзя нарушать, иначе у тебя могут забрать фишку, и это очень дисциплинирует деток. И они уже прям спрашивают, вот встречаемся с ними, да, по коридору, и они идут, спрашивают: Жанна Анатольевна, а когда у нас будет следующий клубный час? И мы вот хотим там-то узнать одно, здесь хотели бы вот в это поиграть. То есть детям это нравится. Но даже вот с этими фишками бывает, даже никто у них не отберет, они бывает сами потеряют, ну случайно у них такие сумочки, они потом так переживают. Где? Потом ходим, ищем по коридорам, находим все, или предупреждаем воспитателей, что мы у него не забирали, то есть он вел себя хорошо, поведение было хорошее, поэтому, то есть, да, детская инициатива, мне кажется, сейчас, да, они сами превозносят нам какие-то, да, ну, идеи какие-то новые, то есть услышишь от родителей что-то, дети как бы это развивают. Ну, вот наше планирование, то есть мы от этого отталкиваемся тоже. Так, ну и, конечно, условия, да, как без них. Физкультурный зал, о том, что было сказано раньше в задачах. Да, оснащение. Физкультурный зал. Нам, в отличие от коллег наших предыдущих, повезло, у нас есть и физкультурный зал, и музыкальный зал. Причем и огромная территория. Зал такой, да, не маленький. Физкультурный зал у нас большой, огромный, да. Дальше. Это уличная, да, физкультурная, волейбольная и баскетбольная площадка. Да. Оборудование основных там, да, для лазания, подлезания, перелезания. Также. То есть прям дети, которые есть, они прям показывают, да, на фотографиях. Скалодром. Да, лабиринт, метание, снаряды для равновесия. Также, да, вот футбольное поле. Пусть оно небольшое, конечно, у нас, да, но все-таки... Ну, потому что у нас есть волейбольная площадка, ну да, чуть-чуть пришлось уменьшить футбольное поле. Да. Оборудования у вас много. Что больше всего нравится детям, родителям? Ой, мы даже не знаем. У нас помимо того, что есть физкультурная площадка отдельно, у нас еще и на каждой площадке на группах в соответствии с возрастом есть свой спортивный комплекс. Очень, конечно, нравится детям, ну вот конкретно мы видели сетки для лазания, канаты, тоже очень нравится. Баскетбольные кольца есть на каждой площадке, и детям это тоже очень нравится. Даже не знаю, чему предпочтение больше отдают. Да, и теннис летом есть, так что... Ну, так как оборудование регулярно там меняется у нас, конечно, чем новее, тем больше нравится. То есть, да, ну, их тоже достаточно на каждой площадке. А теннису кто у вас учит детей? Екатерина Владимировна. Конечно, это как бы достаточно сложный для обучения вид, поэтому я. Так, дальше. Да, беговые дорожки. Так, вот у нас здесь то, чем мы бы, наверное, хотели немножечко похвастаться, да, это такая дорожка здоровья, она сделана своими руками. Но вот это детям очень нравится летом, когда можно боссохождение осуществить на улице. Это очень замечательно. Пройтись по песочку речному, по различным спилам деревьев, по камушкам, по шишкам, да, вот это деткам, конечно, очень нравится. Ну, все это делается, конечно, в определенных, да, условиях. Ну, вот он здесь более так представлен. Поближе. Так, ну и тоже уже наше... Да, нет, это мы где-то посмотрели чего-то, где-то, сделали свое. То есть то, чем мы располагали, то, что мы посчитали более целесообразно использовать. Ну и вот наша туристическая полоса препятствий, это тоже мы сделали сами на своем участке, что деткам тоже очень нравится. Это продолжение в том же самом месте. Сеточная переправа. Паутина, конечно, да, вот это нравилось. Да, паутинка очень нравится детям. Мы даже закупили палатки, выставляем летом палатки на территории. Сейчас там дальше еще будет видно. Вот здесь. И в нашем небольшом хвойном лесочке у нас есть привал.
ну, такой имитацией, естественно, костра. Конечно, там по-настоящему костер мы не разжигаем. Ну, вот закрепляем здесь правила поведения в природе. Да. Да. Есть у нас такой огромный баннер. Правильно, ну там же, в том же месте, да, как Да. раз. Так, Ну, вот. Ну, это уже такой заключительный слайд. так. Мгм. Ну вот, наверное, и все на этом. Есть Ну какие-то... да, то, что говорить о планировании у нас, да, с нашими коллегами, у нас очень много что есть, конечно же, схожего. Без этого никак. Да, мы, конечно, что-то придумываем для разнообразия, что-то интересное, пытаемся, да, внести новое, но как бы все равно общие, да, шаги у всех одинаковые. Ну, также с родителями, что как бы вот раньше мы и на кросс нации, и на лыжню России всегда выходили, да, помимо зигзага удачи, и папа, и мы спортивные сильны. А в перспективах, вот если смотреть, какие мероприятия у вас еще, может, какие-то идеи есть интересные? Для родителей, да? И для родителей, и для детей, и с точки зрения и воспитательной, и оздоровительной работы. Может быть, чем-то вы поделитесь, как инструктор по физической культуре? Так, с чем мы хотим поделиться, Антон? Да, Какие советы хотите дать педагогам, вот сейчас смотрят педагоги? Вот мы считаем, что в нашем детском саду очень здорово проходят дни здоровья. И вот хотелось бы, наверное, пожелать, чтобы все коллеги наши попробовали тоже провести такие, не просто когда один день, да, проводится, а когда это периодично проводится, и когда есть какая-то система, и чтобы это было разнообразно. То есть, например, осенью это проводится в одних условиях, зимой это в других, весной другое. Да? Так же, как вот мы не сказали, кстати, про зимнюю летнюю Олимпиаду. Ну то есть да. У нас помимо Дня здоровья различных отдельных видов, да, Олимпиада, она включает в себя несколько видов, то есть у нас и биатлон летний, и бег, и различные метания, то есть тоже как бы такие есть мероприятия. Конечно же, также веселые старты. Вот недавно вводили, тоже у себя товарищеские матчи, мяч дружбы. То есть... Ну вот мы хотим, да, в этом году мы поучаствовали в городском мероприятии, теперь мы хотим активно подключиться к сдаче норм ГТО и уже подключаем и не только детей, да, но и педагогов. И в планах у нас поучаствовать онлайн. Мы увидели, что есть такое мероприятие, как онлайн-конкурс, да, когда детки проявляют свои знания о спорте, о ГТО. Вот в этом у нас в плане есть, чтобы поучаствовать в таких мероприятиях. Да, участвуют в различных просто викторинах какие-то, да, и то есть за компьютером дети сидят и отвечают на вопросы, которые также потом с радостью получают определенные грамоты или дипломы, тоже очень нравится детям. Когда отдача есть, конечно, тем более, когда они, как правило, готовятся с родителями. То есть мы иногда даем такие задания, чтобы, примерные вопросы какие будут. Родители тоже очень любят проявлять инициативу. Так что работа с родителями и детьми у нас идет полным ходом. Родители достаточно контактные, поэтому каких-то сложностей, да, особо нет. В конце года мы тоже, так же, как и в начале года, проводим анкетирование по итогам работы и тоже получаем от родителей отзывы. Сейчас очень активно работает наша группа ВКонтакте, где родители высказывают свое мнение, свои пожелания, поэтому соцсети задействуем. Где нас найти можно, да? Да, можно нас найти, да. Открытая группа МАДО, ЦРР, детский сад 108. Я думаю, что у 86-го тоже. Очень уже да. с 16-го года у нас Да. Сейчас это очень актуально. И самое лучшее, что можно показать родителям, потому что они же все равно не могут постоянно быть. Я думаю, быть. что если вот вопросы есть, например, или какие-то пожелания, предложения, да, можно, конечно, обратиться, да, и прям зайти в группе, написать, да, мы всегда с удовольствием ответим, всегда рады сотрудничать. Спасибо вам большое, коллеги. Сейчас я Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, спасибо большое всем тем, кто сегодня слушал нас, кто нашел время
Если у кого-то остались какие-то вопросы, пожелания, положительные какие-то эмоции, возгласы, пожалуйста, вы сейчас можете это в чате написать, а мы чуть попозже, потому что у нас платформа сегодня не ProofMe, да, а у нас трансляция через YouTube, мы обязательно увидим ваши вопросы, передадим коллегам. Если, например, какие-то, может быть, рекомендации есть, может быть, со знаком минус, даже бывает у нас и такое. Вот. И зарегистрировано у нас сегодня было очень много человек. Сейчас, я так думаю, не все у нас есть, может быть, в связи с занятостью, в связи с занятиями, но обязательно просмотрите наши вебинары, особенно касаемые по программе воспитания, в нашем видеозале. Да, после регистрации вы увидите очень много полезного, интересного. И я так думаю, что следующее направление программы воспитания мы либо в июне проведем, может быть, в середине месяца, где-то ближе к концу, или уже конец августа, начало сентября. Если у вас есть какие-то вопросы, заявочки, интересные предложения, пожалуйста, отправляйте. Информационные письма вы наши получаете. Мне, Юлии Владимировне Кармановой, пожалуйста, пишите смело. Мы ответим на любые вопросы, пригласим людей, практиков, ответим. Да, интересующие вас вопросы. Вот Дмитрий Валерьевич сейчас подошел. Мы посмотрим, может быть, сейчас уже даже какие-то есть вопросы или предложения. Дмитрий Валерьевич, помогите нам в этом плане, пожалуйста. И мы, если все довольны, ну, тогда, наверное, мы поставим здесь логическую точечку. Вопросов нет, да? Хорошо, коллеги, тогда мы ждем вас на нашу следующую онлайн-встречу. Ну и, конечно же, приглашаем вас на все наши мероприятия, которые проводятся для вас, нами, в Институте развития образования. Всего доброго, до свидания.